Ассаламу алейкум, Надыгалович Масне. Добрый день. 2 апреля текущего года я 8 часов пробыл в Следственном комитете по Республике Ингушетии, где 8 часов я давал показания о случившемся 27 числа на площади города Магаз. После этих показаний 2 числа, утром 3 числа на рассвете, на бронетехнике заехали ко мне и ко всем нашим единомышленникам, нашим соратникам, нашим друзьям, настоящим патриотам республики, настоящие патриоты своего народа и России в целом. По всем адресам проехались на бронетехнике. Все находились у себя дома, никто не скрывался. Никто не ожидал, что будет такой визит. Никто не ждал таких гостей. Но, однако, власть, ингушская власть, с помощью прикомандированных со всех уголков страны людей, отвлекая их от насущных своих проблем, от насущных своих задач, с места постоянной дислокации они были переброшены в республику, по просьбе Евкурова. Он пытается удержаться, он пытается показать, что он здесь одна жертва, остальные все, вне закона. Нет, этот человек вне закона. Но об этом я скажу позже. Нам очень сегодня тяжело говорить, потому что наши друзья и соратники находятся в местах лишения свободы. Сегодня они изолированы. Они находятся за пределами республики, они находятся в изоляторах временного содержания или спецприемниках города Нальчик, Кабардино-Балкарии. Некоторые находятся в республике Ингушетия, ВВС, города Назрани. По всем задержанным, в отношении которых в административном порядке избраны административное наказание по 10 суток ареста. В отношении других пытаются возбуждение уголовных дел, ареста. Все это надумано, все это натянуто. Все это станет рано или поздно под вопросом. Это нужно одному человеку, это нужно Евкурову. Но придет время, когда все это станет под сомнение, и все это повернется в их сторону. Каждый, кто сегодня отбывает в том или ином виде, в административном, в уголовном порядке, это наши братья. Придет время, когда судебная власть, настоящая судебная власть, не его судебная власть Евкурова, а настоящая судебная власть, когда будет взыскивать с Евкурова и с его рода и тейпа за моральный, за материальный, за физический вред, причиненный этому народу, этим людям, нашим братьям, настоящим патриотам республики. Придет время, когда взыщется все и спросится все. По светским законам спросится, по ингушским законам спросится, по адатам ингушей спросится. Какую только вы карту не разыграли на этой маленькой земле, на гордой земле, на гордом народе. Не будет здесь, тут будет дух Галгай, тут будет дух ингушский на этой земле. Не будет здесь никаких тех или иных. Галгай – это Галгай Мохк. Поэтому разыгрывать больше эту карту никто не будет, под надуманными другими основаниями. Но что получилось? Да, увезли меня, увезли других. Наш старший, уважаемый Ахмад Хаджи Барахоев, 65 лет в этом месяце, больной, с протезом в ноге, его заключили на 10 суток. Молодых ребят, уважаемых ребят, которые оказались на этой площади в Магасе в ночь на 27 марта, абсолютно в рамках закона, ожидая, что нам все-таки узаконят. Нам обещали узаконить этот митинг на 27 числа. И эти ребята тоже ждали этого, потому что мы сказали, нам сказали и мы сказали. Несмотря на то, что температура опускалась ниже нуля, они остались в ночь там. Но что получилось? Я говорил ранее, что господин Полищук, полковник полиции, заместитель министра по Республике Ингушетия МВД, и его, суфлеры Евкуровы или Гулиевы, которые давали ему указания, которые давали ему непосредственно, полностью координировали его действия, они с учетом использования гвардейцев Росгвардии, Национальной гвардии, спровоцировали нас на эти действия. Но действия были только самозащита. С нашей стороны и со стороны этих ребят были только самозащита. Они защищали своих стариков, старших. Они защищали женщин, которые оставались на этой площади. Они защищали нас. Они просто пытались голыми руками противостоять этим людям.
Это спящий город, город Магаз, это была столица республики. Он спал, но покой этого города был нарушен именно Росгвардией. И именно этим приказом Полищука, именно этими приказами и указаниями Гулиева и Евкурова. Поэтому все, которые сегодня находятся в заперти, в заключении, я думаю, что мы будем заниматься ими, мы не забыли их. Нам сегодня очень тяжело находиться по эту сторону, значит, и давать эти комментарии, давать это интервью. Нам очень тяжело, зная, что наши братья, самые что ни на есть патриоты своего народа, своей республики, находятся там, в изоляции. Но мы дождемся их, каждого дождемся. Я хочу успокоить матерей этих ребят, отцов этих ребят, жен, детей, братьев, сестер. Мы будем работать по каждому. Мы, в свою очередь, обратились на имя Генерального прокурора России, на председателя Следственного комитета, на министра внутренних дел Российской Федерации, на директора Федеральной службы безопасности, на директора Росгвардии о том, что все эти акции, которые были проведены нами, они были в правовом поле, но то, что против нас было приготовлено и было совершено, оно было противоправно. И мы просили бы все-таки рассмотреть это с выездом суда на место, не то, что там уголовными делами или проверками, все-таки оценить действия Полищука, заместителя министра внутренних дел республики, службы безопасности Евкурова, которые координировали его действия. Лично Полищук, на его совести освобождение министра внутренних дел Кавы, на его совести увольнение сотрудников Республики Ингушетия, которые выполняли достойно свои задачи, были готовы идти впереди всей этой Росгвардии, этих спецслужб. Но однако он повернул, дабы защитить себя, дабы оградить себя от увольнения, он подставил и того, своего непосредственного министра, и подставил непосредственно сотрудников полиции Республики Ингушетии. Но не тут-то было. Вы потеряли уважение, господин Полищук. Вам не должно быть места ни в системе МВД, ни на земле Ингушетии. Вы просто проблема для системы МВД. Вы еще немало бед принесете этой системе. Мы будем работать в защиту наших товарищей, наших настоящих патриотов, наших друзей, наших соратников, которые находятся в изоляции. Мы будем по каждому добиваться освобождения их, мы будем защищать их, мы станем рядом с ними, и мы не будем избегать. Кто бы ни говорил, что мы уехали с республики. Я ни на одну минуту, и мои товарищи не уезжали из республики все эти дни. Я не уезжал ни на один день после Конституционного суда в России, Российской Федерации. После этого я никуда не уезжал, я постоянно нахожусь здесь в республике. Вы, господин Евкуров, вы судились с собственным народом в Конституционном суде. Вы сегодня судите уже ингушский народ. Вам дадут право, если вам даст право этот народ, вы убьете и уничтожите этот народ. Но вам мы не дадим этого права. Мы лишим вас этого права. Мы лишим вас власти. Мы лишим вас всех обязанностей и прав. У вас не будут этих прав. Вы хотите пойти на все, на грязное, дабы защититься от тех миллиардных хищений, о которых мы говорили. Сегодня нужно потерпеть нам, нашему народу, не поддаваться никаким провокациям. Я уверяю вас, мы на правильном пути. Сегодня нам угрожают, сегодня пытаются нас заткнуть. Власть делает все, что они делают. Они делают осознанно, осмысленно. Они, осознавая и предвидя и желая эти последствия, они идут на все это. Но мы терпеливы, мы грамотны, народ у нас очень грамотный, терпеливый. И от законной судебной мести вам не избежать. Вы сядете на скамьи подсудимых, вы будете судимы, вы обязательно почувствуете, значит, действенность этого нашего закона, российского закона. Спасибо. Я хотел обратить внимание общественности республики, да, и всей страны, как сложилась та ситуация, которую мы сегодня имеем в Ингушетии. Начнем с осени 2018 года, когда было подписано соглашение. Само подписание соглашения в тайне от населения и именно содержание этого соглашения, передача земли при острой проблеме, земельной проблеме, при нереализованном законе о реабилитации репрессивных народов, это уже был шаг для провоцирования населения. Население уже вынуждено было собраться на митинге, высказать свое мнение, свой протест по этому вопросу. Далее,
Когда эта работа шла, митинг, 2 недели стоял митинг, ни одной провокации, ни одно нарушение, правонарушения не было допущено. Мы приходим уже к митингу, который состоялся 26 марта. Почему произошли правонарушения? Да потому что если бы власть также относилась к населению, как и осенью, то никаких провокаций, никаких правонарушений не было бы допущено. То есть очевидно, что власти, именно те, кого это касалось, заинтересованы были, чтобы там были провокации и действия силовых структур, и действия отдельных там средств массовой информации, там, работников властных структур республики. Все они были направлены на то, чтобы спровоцировать и показать общественности и так далее какие-то негативные стороны. Не было этих негативных сторон. Требования людей, требования протестующих – это законные требования. Всегда ингушский народ, он рассчитывал на справедливость, на законность. Мы ждем всегда, что с России, с центра будут приезжать порядочные люди, чиновники, которые будут заинтересованы в стабильности в целом российском государстве, чиновники, которые бы внимательно разобрались в сложившейся ситуации, расставили бы акценты. Но этого не происходит. Конечно, нас это удивляет. Мы никогда не перестанем добиваться справедливости, никогда не перестанем добиваться законности, потому что это у нас в крови. Но все, что происходит сегодня в Ингушетии, это в первую очередь сигнал для федерального центра. Потому что неправильно то, что такая информация, которая сегодня идет из Ингушетии, да, по официальным каналам, эта информация не соответствует действительности. Люди, которые сегодня докладывают центру ситуацию в республике, они ответят за дальнейшее развитие событий. Они должны правильно докладывать ситуацию, они должны реагировать на то, что здесь происходит. Дело в том, что когда собирается 30, 40, 50 тысяч людей, протестующих, это в основном 95% зрелые мужчины. Это целые семьи, которые за ними стоят. Это порядка 100-150 тысяч человек, которые высказывают свое мнение. Никакой реакции. Вот парламент у нас есть, глава республики, есть властные структуры, но налицо присвоение всех властных полномочий одним человеком. Это антиконституционные меры. Население требует только своих прав. Вот элементарно были поставлены вопросы о принятии Народным собранием 2 законопроектов по отмене, то есть закон, который был в первом чтении принят о референдуме, и, то есть принять его с теми условиями, которые там были ранее, и закон о смешанной системе выборов в Народное собрание республики. Никакой реакции. Даже элементарно, когда более 100 тысяч избирателей республики просят такую реакцию, такие меры, никакие меры не принимаются. Поэтому это результаты сегодня, что мы имеем, это результаты провокационной деятельности местной власти и недобросовестной работы представителей федеральных органов власти на этой территории. Поэтому мое обращение к нашим гражданам, к жителям республики: мы должны понимать эту ситуацию. Мы никогда не перестанем отстаивать свои законные права. Мы будем работать только в правовом поле. Да, нас будут провоцировать, да, будут готовиться какие-то специальные проекты, чтобы дискредитировать и руководителя этого движения, и активистов протестных движений. Но это не сыграет роли. Только торжество закона и справедливость, торжество Конституции Российской Федерации и Республики Ингушетия сможет успокоить ситуацию, нормализовать ситуацию в республике. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Я хотел бы сказать, что протестное движение Ингушетии продолжает свою работу. Мы будем продолжать свои мирные акции, независимо от того, что наших братьев и сестер преследуют власти и силовые структуры, независимо от того, что в угоду Юнусбеку Евкурову против наших активистов возбуждаются административные уголовные дела.
мы будем работать и добиваться справедливости. Все должны понимать, что в республике протестуют не какие-то личности отдельно, а протестует ингушский народ. Народ Ингушетии требует уважения. Народ Ингушетии требует справедливости и требует у чиновников исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Республики Ингушетия. Мы никогда не отступимся от своих убеждений. Мы будем помогать своим братьям и друзьям арестованным. Мы не забудем ни одного из тех, кто попал под жернова репрессий на данный момент. Тем не менее, нас удивляет, как федеральная власть позволяет в угоду одному человеку использовать правоохранительные органы и силовые структуры. Разве не видно, что ингушский народ показал, что умеет мирно протестовать и требовать соблюдения своих прав? Не то, что погромы или какие-то другие беспорядки. Мы даже мусор не позволяли, чтобы лежал или находился в наших городах, на наших улицах, на наших площадях во время наших мирных акций. А здесь власти провоцируют беспорядки, пытаясь сломать наше протестное движение. Не получится ни у кого, и у главы республики, и всех, кто помогает ему в этом. Мы законопослушные граждане. Это наша Родина, это наши города, это наша республика, это наша страна. И мы будем отстаивать свои права так, как положено. Те, кто осужден, не сегодня, а завтра выйдут. Тот, кто виноват в наказании невинных людей, должен будет ответить по закону, как положено. И мы в этом не сомневаемся. Незаменимых людей нету. Любого из нас можно арестовать, любого из нас можно посадить, даже убить. До этого было много раз, когда общественные деятели, правозащитники, духовенство были убиты за свою деятельность. Мы этого не боимся, на все воля Всевышнего. Но народ Ингушетии не позволит потыкать и проявлять неуважение к собственным интересам. Меня удивляет, с каким усилием Юнусбек Евкуров воюет со своим народом. Он воюет. Он подавал в суд против своего народа. Он не остановился ни перед женщинами, ни перед стариками. Он заставляет их преследовать. Несколько дней назад глава республики сидит и говорит, что я буду добиваться наказания как минимум административного, как максимум уголовного. Нужно всех посадить. Это фактически человек дает указания. На юридическом языке это говорится превышение должностных полномочий. Человек требует жертв, человек требует крови. Федеральному центру давно пора понять, что в Ингушетии не будет никаких беспорядков, если этот человек будет отстранен от занимаемой должности. К сожалению, мы вынуждены это говорить так. Если бы мы его избирали, мы бы его сегодня же отпустили, в отставку отправили бы. Но нам его назначили, к нам его прислали. И он всячески демонстрирует, что его судьба, его занимание, нахождение в чиновничестве никак не зависит от народа Ингушетии. Не так. Своими акциями мы добьемся его отставки. Придет другой назначенец, будет вести себя так же, будет противоречить интересам народа Ингушетии, и его добьемся отставки. Мы требуем от федерального центра, чтобы Юнусбек Евкуров был отправлен в отставку, и чтобы наши депутаты немедленно приняли закон, фактически вернули нам право прямых выборов. Мы не будем участвовать в беспорядках. Я особо подчеркиваю и прошу нашу молодежь. Самое дорогое, что у нас есть, это вы. Кто бы что бы ни говорил, неважно, политические деятели, религиозные деятели, всякие провокаторы, это все не имеет никакого значения. Дороже вас у нас никого нету, вы наша движущая сила, вы наше будущее. Не участвуйте в беспорядках, не переживайте, мы будем добиваться только мирными акциями, мирными способами. Мы думаем, что делать дальше, и вместе с вами решим, что мы будем делать для того, чтобы отстаивать наши права. Не слушайте провокаторов, не участвуйте в бесчинствах, не паникуйте. И самое главное, знайте, сколько бы из нас людей не пострадало, мы вместе, мы братья и сестры. Мы никогда никого не забудем,
Никто никогда никого не оставит в беде. И в радости, и в горе мы будем вместе. Ассаламу алейкум, Сейли Крышин. Добрый вечер. Я хотел бы обратиться к молодежи нашей. Мы с самого начала, как только мы начали свою деятельность, работали в рамках правового поля, только в рамках закона. И в дальнейшем мы и сейчас работаем в рамках закона, и будем продолжать только в рамках закона работать. Поэтому все призывы выходить, перекрывать там федеральные трассы или еще какие-то призывы, они исходят не от нас, они от лукавого. Мы знаем, кто у нас лукавый в республике, поэтому на эти провокации ни в коем случае не поддавайтесь. Мы дальше будем продолжать свой протест. Протест наш мирный, никак не связан с беспорядками, с противозаконными действиями. Тот, кто призывает, он работает против республики, он работает против народа, и он является предателем этого народа. Делает он это осознанно или делает он неосознанно, разницы никакой нету. Сейчас он работает против своего народа, поэтому никакие бесчинства, что молодежь может себя отстоять, что молодежь и народ Ингушетии нельзя запугать ни Росгвардией, ни бряцанием оружия и бронетехники, это мы показали. Поэтому нет никакого смысла выходить куда-то и устраивать какие-то беспорядки. Призываю молодежь ни в коем случае не выходить, успокоиться. Мы будем дальше продолжать свою работу. Не будет Погорова, не будет Барахоева, не будет Чемурзиева, не будет Муцольгова. Выйдут новые Барахоевы, новые Муцольговы, новые Аздоевы, будут другие. Но наш протест будет продолжаться до победного конца. С нами Всевышний. Он лучший из защитников. Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры, жители республики, да и не только, жители всей России. Вы до сих пор наблюдаете за ситуацией в Ингушетии, за репрессиями, которые продолжаются и которые имеют место быть в нашей республике. Помимо тех штрафов и арестов административных, сейчас по уголовным делам проходят 9 парней, все они находятся в ВВС Нальчике. Я сейчас перечислю их имена. Это Хаутиев Багаудин, это Добриев Абу Русланович, это Хамхоев Гелани Магомедович, Хамхоев Магомед Мусаевич, Мужахоев Ибрагим Хусейнович, Зауров Хаваш Баширович, Ажигов Адам Батырович, Барахоев Ваха Муратович, Асканов Эмир Мухадирович. Это точная информация, которая у нас сейчас есть. У каждому из них представлены адвокаты. Мы будем предпринимать все меры для того, чтобы освободить наших парней. И мы будем, более того, мы постараемся принимать все необходимые меры, чтобы освободить наших парней. И мы сделаем все, чтобы об этой несправедливости, об этом беспределе узнали во всем мире. Это давление, которое оказывается и на местных общественников, и то, что их увозят в соседние регионы, это специальная провокация, попытка разжигания межнациональной розни, это попытка возбудить ненависть между ингушами и кабардино-балкарскими народами для того, чтобы столкнуть эти народы между собой. Это такая попытка, провокация от местного руководства. На самом деле в Ингушетии есть много камер, где есть места, они фактически пустуют, и об этом говорят официальные лица, представляющие руководство республики, а также правозащитное сообщество, относящееся и аффилирующееся с властью местной. Я хотел бы в первую очередь успокоить самих этих молодых парней, их родственников, и сказать о том, что мы ни на секунду не отступаем от своей деятельности. Наоборот, это еще больше дает нам стимула, импульса придает для нашего движения. И мы не будем на этом останавливаться. Хотел бы сказать людям, которые организовывают эти репрессии, неужели вы думаете, что такими методами запугивания вы остановите нас? Мы понимаем, на какую стезю мы вышли, и наоборот, для нас честь получить самое тяжелое наказание за вот эту нашу деятельность. Пусть даже нас убьют, пусть даже нас посадят, это нас ни за что не остановит. Я хотел бы также сказать, что мы здесь сегодня находимся не потому, что мы лучше других жителей республики, а потому что сегодня это так получилось, Всевышний так расположил. Но при этом вчера были одни, сегодня мы, завтра будут другие. Непременно люди, которые будут отстаивать права народа и которые будут защищать Ингушетию от недругов, которые сегодня занимают места в руководстве, в парламенте, в правительстве и в администрации главы, в том числе и сам глава. Хотел бы повторить слова Соломбека Сагапшинского, истинного мужчину,
которого в свое время также гнобили и подвергали репрессиям, в итоге убили, но он навсегда остался в памяти ингушского народа и всего российского народа. А те, кто его пытали и убили, о них сейчас даже никто и не вспоминает. Он произнес такую речь, такую фразу, буквально до того, как смертный приговор привели в силу. Кто трусом родится, мужчины золотые погоны не сделают. Так вот, я хотел бы сказать вот этому человеку, что какие бы медали на тебе не были, какие бы погоны на тебе не блестели, для нас, в частности, для ингушей, ты никто. Это одно. И второе, я хотел бы еще также добавить, мы по-прежнему также ни от кого не скрываемся, мы по тем же адресам продолжаем жить, ночевать и ходить по этой республике, и не намерены ни от кого скрываться. А то, что вот врывались с утра, то, что вламывались в дома и держали нас под дулами автоматов, я просто не могу понять, кого пытаются запугать, и вообще была ли в этом необходимость. Буквально за день до этого я также находился в следственном управлении, и до 11 ночи меня допрашивали. И самое интересное, что буквально через день я опять должен был туда явиться. Но несмотря на это, и ко мне ворвались, и к другим активистам и патриотам Ингушетии. В принципе, я хотел бы успокоить народ и сказать, что мы ни на йоту не отступаем, мы по-прежнему на той же стезе, на той же дороге. И я хотел бы призвать отдельно, во-первых, поблагодарить единственного спортсмена, который достойно выступил и наконец-то проявил свою гражданскую позицию, это Аздоев Ахматхан, представляющий ММА. Я также призываю и других спортсменов, мне просто тяжело осознавать это. Я всегда восхищался вами. Я думал, что физическая сила, она всегда сопутствует духу, сердцу. По крайней мере, в последнее время я замечаю, что успехи на татами, успехи на ринге, они никак не влияют на вашу позицию в гражданском обществе, и вы как-то не влияете вообще на гражданское общество Ингушетии. Я призываю вас, тех, кто говорил, надо голосовать за Евкурова, тех, кто говорил, что надо поддерживать путь Евкурова, скажите хоть что-нибудь в пользу этого народа. Неужели вы не видите это положение? Неужели вы не видите, как наших парней задерживают и по беспределу держат в СИЗО, в ИВСах? Наконец-таки проявите свою позицию. Я не говорю о тех, кто до этого молчал, кто не является медийной личностью, но те, кто ранее себя зарекомендовали как медийные личности, наконец-то скажите хотя бы хоть что-то и проявите свою гражданскую позицию. Либо вы с народом, либо вы против народа. Теди Калшин Мягкой. Добрый вечер. Сегодня мы говорим от имени Ингушского комитета национального единства. Такие же комитеты не обязательно, чтобы они где-то официально были зарегистрированы. Не обязательно, чтобы они объявили о себе. Но такие комитеты сегодня существуют везде, где проживают ингуши. Во всех российских городах. Потому что они все сегодня встали на защиту своего народа. Вы видите, сколько было обращений от имени общин различных городов. Вы видите, какие были обращения от имени диаспор, которые проживают за пределами. У всех болит, все переживают. И сегодня тот, кто позволяет себе называть нас оппозицией, мы должны вас разочаровать. Мы не оппозиция. Народ не может быть оппозицией. Сегодня оппозицией является региональная власть, которая позволила себе выступить против собственного народа. Они сегодня кучка. Вот это есть та самая оппозиция в своем самом худшем проявлении, со всеми своими действиями, противозаконными действиями, направленные против ингушского народа. Очень сильно нас волнует, очень сильно мы переживаем, сердце разрывается и болит за нашего старейшину. И вместе с нами мы читаем в социальных сетях, мы читаем в интернете, во всех каналах, группах, которые только сегодня есть, очень болезненно восприняли административный арест Ахмеда Барахоева на 10 суток. Судили всех 3 числа. В Магасском районном суде был судья Руслан Катиев. Это молодой человек, который начинает только свой путь судьи. Это человек, который судил всех активистов, лидеров протестного движения. И он осудил пожилого человека и назначил ему административный арест на 10 суток. Хотя арест можно было заменить на административный штраф. Я не знаю, что двигало этим человеком. Я не знаю, что внутри у этого человека. Я не знаю, это невозможно понять. Я хотела бы отметить еще вот такой очень важный момент. Это
информационная блокада, которая существует сегодня вокруг Республики Ингушетия. Максимально попытались закрыть нас информационно. Существуют целые группы, существуют целые, я не знаю, наверное, не знаю, десятки, сколько, сотни сидят, те же тролли, те же там заказные публикации, которые направлены сегодня против народного протестного движения в Ингушетии. И тем не менее, Аллах нам помогает. Каждый день нам звонят журналисты. Звонят нам журналисты российские, звонят нам известные интернет-издания, телевидение, интернет, известные информационные агентства. Мы пытаемся рассказать правду, которая есть сегодня у нас в республике. И я призываю, когда проходили какие-то встречи, когда вам очень хотелось, чтобы вас называли блогерами, вы садились за чашкой чая, распивая его, рассказывая вальяжно, значит, вот какие мы, смотрите, у нас там столько-то подписчиков. Где вы сегодня? Почему вы молчите? Почему вы не пишете на своих страницах и не рассказываете правду? Мы не говорим вам ничего придумывать. Мы не говорим сегодня, чтобы вы говорили то, чего нет. Напишите правду. Но вы даже этого не делаете. Я хочу обратиться сегодня к научной, творческой интеллигенции, по пальцам пересчитать сегодня тех, кто обращается за защиту своего народа. Кому вы нужны? Ваши научные степени, ваши докторские, ваши кандидатские, кому они нужны? Вы писали их на истории вашего народа. Вы писали, если нет народа, о чем вы будете писать? Если нет республики, что вы будете говорить? Я не могу этого понять. И мы не говорим какие-то призывы делать, ну скажите хотя бы свое слово. Это, конечно, очень обидно. Но ничего, ничего не стоит на месте. Уходят, одни уходят, другие приходят. Молодежь у нас замечательная, у нас прекрасная молодежь, у нас мужественные ребята. Мы очень сильно за них, за всех переживаем. И у нас нет ни грамма сомнения, ни грамма, что завтра все это закончится. Ингушетия станет процветающей республикой. И мы можем гордиться своим народом. Дай Аллах, чтобы это как можно быстрее закончилось, чтобы как можно быстрее наши ребята вернулись домой. И дай Аллах процветания нашей республике и счастья, мира нашему народу.